В истории джаза было много виртуозов, но случай Мишеля Петруччиани стоит особняком. Он стал первым европейцем, подписавшим контракт с американским культовым лейблом Blue Note, доказав консервативной американской сцене, что джаз давно перестал быть монополией нового света. Сегодня мы разберем, как человек, чье тело было сковано болезнью, смог достичь абсолютной свободы. Представьте себе сцену. На руках к огромному 9-футовому роялю выносят человека, чей рост остановился на 92 сантиметрах, а вес всего 31 килограмм. И вот вы слушаете не просто игру, а наблюдаете физическую битву, атлетическое доминирование над инструментом. Мишель Петруччиани не был просто пианистом-инвалидом, он был музыкальным гигантом, который жил в 100 раз быстрее, опаснее и ярче, чем большинство из нас. Пианист, которого называли стеклянным человеком из-за тяжелого генетического заболевания, несовершенного остеогенеза, смог покорить мир джаза благодаря феноменальному упорству, уникальной трудоспособности, поддержке семьи и музыкальному дару, который оказался масштабнее его физического тела. Петруччиани часто говорил, что он атлет за роялем, и это не была метафора. Каждый концерт для него был физическим пределом. За свою жизнь музыкант перенес сотни переломов. Только в детстве их было более 100. Его кости могли пострадать даже от неосторожного движения или крепкого рукопожатия. Мишель признавался в интервью, что испытывает боль в руках и сердце практически постоянно, даже когда просто сидит и разговаривает. При этом он все это скрывал от публики и не хотел, чтобы публика переживала, плакала, глядя на него. Сам Петруччиани философски замечал, цитирую: «Иногда я думаю, что кто-то там наверху спас меня от обычного существования», имея, скорее всего, в виду, что болезнь и сопутствующая ей боль стали частью его уникального пути и таланта. Так, в одном из документальных фильмов и интервью отмечалось, что у него ломались кости прямо во время концертов, в прямом смысле. Но он все равно продолжал играть, так как не понаслышке знал, что такое боль. Он жил с ней с рождения. Бывало, что он выходил на сцену и выступал даже с наложенным гипсом. Мишель научился читать и писать даже позже, чем освоил сложнейшие джазовые гармонии. Его история началась с акта яростного протеста. Впервые увидев выступление Дюка Эллингтона по телевизору в 4-летнем возрасте, Мишель был поражен тем, как звук фортепиано выделялся на фоне целого оркестра. Он почувствовал, что рояль – это инструмент, обладающий огромным могуществом и властью, и страстно захотел обладать этой силой сам. Когда родители, стараясь порадовать сына, подарили ему игрушечное пианино, мальчик так расстроился, что взял молоток и вдребезги разбил эту игрушку, заявив, что не шутит и хочет настоящее. И потому его отцу, джазовому гитаристу Тони Петруччиани, все же пришлось купить настоящий рояль и собственноручно сконструировать сложную систему удлиненных педалей, без которых Мишель просто не доставал до пола. Эти педали стали его экзоскелетом, который он возил с собой на гастроли всю свою жизнь. То, что многие в нем называют просто талантом, для Мишеля было результатом железной дисциплины. Маленькие плечи и короткие кости локтей заставляли Мишеля играть почти вплотную к клавиатуре, однако кисти и пальцы рук у него были обычной длины, и он упорно тренировал виртуозную технику игры. Вместе с упорной работой над совершенной техникой исполнения Мишель выработал и свою манеру уникальных приемов гармонизации и создал ряд мелодий, редких по красоте и звуковым качествам. Все это время отец был суровым наставником. На протяжении 15 лет он занимался с ним по 8-12 часов в день. Тони буквально не выпускал сына из комнаты, пока тот не добивался идеальной артикуляции и чистоты нотного текста. Свой первый профессиональный концерт он дал в 13 лет. Из-за физических ограничений его выносили на сцену на руках.
а для игры он использовал те самые специальные механические удлинители педалей. Из-за болезни его тело было хрупким, как стекло. Эта генетическая патология проявляется в укорочении нижних конечностей и недоразвитии грудной клетки. И часто вызывает заболевания сердечно-легочной системы, что и произошло в будущем с пианистом и композитором. Он говорил, чтобы быть человеком, не обязательно иметь 2-метровый рост. Главное, что у тебя в голове. В 18 лет Мишель уже играл во вполне успешном трио. В 20 лет, когда большинство людей только начинают искать себя, Мишель решил покорить мир. Без знания английского, имея при себе только свой дар и друга, который буквально нес его на руках через аэропорты, он улетел в Калифорнию. Там произошла встреча, изменившая его жизнь. Знаменитый саксофонист Чарльз Ллойд к тому времени ушел в многолетнее затворничество. Услышав игру Мишеля, Ллойд был настолько потрясен, что согласился вернуться на сцену, заявив, что это был зов провидения. Они гастролировали вместе несколько лет. Петруччиани стал первым европейским музыкантом, подписавшим контракт с легендарным джазовым лейблом Blue Note Records. В целом, за свою недолгую жизнь он записал более 30 альбомов. Он работал с величайшими джазменами мира, включая Дизи Гиллеспи, Уэйна Шортера, Стэна Гетца и Джима Холла. Секрет Мишеля Петруччиани был и в тайминге. Он обладал редкой способностью играть чуть впереди ритмической сетки, создавая невероятное ощущение драйва и некой полетности. И этот разительный контраст, хрупкое маленькое физическое тело и невероятная мощь в звуке. Его называли карликом, который играл как великан. Его зрелый стиль сформировался под сильным влиянием Билла Эванса, что проявлялось в гармониях и артикуляции, а также Чик Кориа, Кита Джарета и Оскара Питерсона. Также прослеживалось влияние таких композиторов, как Дебюсси, Равель и Бах. Его манеру называли оркестровым пианизмом. Из-за физических особенностей он не мог использовать педаль обычным способом, поэтому развил уникальное легато и мощнейшую атаку, которые заставляли рояль звучать как полноценный ансамбль. Для Петруччиани творчество было не интеллектуальным процессом, а физической и даже биологической необходимостью. Он говорил, что если мелодия рождается внутри него, она, цитирую, «обязательно должна выйти наружу, иначе он начинает чувствовать себя буквально больным». Таким образом, он воспринимал свой дар как мощную внешнюю энергию, которой он лишь давал выход через инструмент, обладающий, по его мнению, почти магической силой. Он как-то заявил, что чрезмерная интеллектуализация в музыке скучна, и потому всегда стремился к тому, чтобы его исполнение было наполнено живыми эмоциями. Мишель был убежден, что пианист не может считаться состоявшимся, пока не научится выступать сольно. В рамках реализации этой своей философии в феврале 1993 года музыкант попросил своего агента на целый год отменить выступление в составе трио, чтобы сосредоточиться исключительно на своей сольной программе. Результатом этого этапа стал один из его лучших альбомов «Solo Life». Он также объяснял это тем, что так он заново открывал для себя фортепиано. Без поддержки других музыкантов он глубже узнавал возможности и тонкости инструмента, обучаясь чему-то новому буквально каждый день. Сольные концерты давали ему уникальный опыт непосредственного контакта со слушателями, когда между исполнителем и публикой не было посредников в виде группы. Петруччиани считал, что умение держать внимание зала в одиночку является высшей формой музыкальной независимости. Он отмечал, что после опыта сольных выступлений возвращение к игре в составе группы становилось для него пустяком, так как он уже чувствовал себя за инструментом гораздо увереннее. Его восприятие музыки было и синестетическим. Подобно римскому Корсакову, Александру Скрябину и Оливье Мессиану, Мишель обладал цветным слухом. Он говорил, что это просто его внутреннее ощущение, а не зрение. Мишель подчеркивал, что это не буквальные цвета, которые видит художник, как синий или зеленый на холсте, а скорее чувства
или сенсация, которая движется вместе с течением времени. У него были температурные и эмоциональные ассоциации. Так, для него цвета определяли теплоту или холод музыки. Он даже выбирал конкретных музыкантов для своих проектов, зная их уникальный звук, который в сочетании с другими давал для него определенный цветовой оттенок всей композиции, который был ему необходим. И так, в зависимости от настроения и вечера, Мишель мог отдавать предпочтение разным цветам в своей игре, что влияло на выбор репертуара и манеру исполнения. Мишель жил так, словно его внутренние часы тикали в 2 раза быстрее. «Если я остановлюсь, я умру», — говорил он. И это вовсе не была метафора. Его образ жизни был саморазрушительным. Он мог давать до 200 концертов в год, почти не спал, злоупотреблял алкоголем и котиками, словно предчувствуя скорый конец. Его личная жизнь была не менее бурной, несмотря на физические ограничения. Мишель был настоящим ловеласом, он был женат несколько раз, имел множество романов и признавался, что женщины – его главная слабость и вдохновение. У него было 5 значимых отношений, так скажем, включая несколько браков и множество романов. Друзья вспоминали, что он буквально поглощал женщин с невероятной скоростью. Кстати, по поводу сумки. Действительно, иногда проносили музыкантов гостиничные номера в чемодане или дорожной сумке. Основной причиной такой необычной транспортировки на заре его карьеры было простое желание сэкономить на оплате проживания. Мишель легко помещался в ручную кладь, что позволяло менеджеру не регистрировать его как отдельного постояльца и не платить за дополнительный номер. Мишель не возражал против такого способа передвижения, его носили на руках друзья, ассистенты и жены. Его сын Александр унаследовал болезнь отца. Сначала это повергло Мишеля в отчаяние, но позже он нашел в себе силы передать сыну свою философию. «Я еще ни разу не пожалел, что родился на свет», — говорил он. Мишель стремился передать Александру ту же непоколебимую веру в свои силы, которая помогла ему самому стать музыкантом. Он хотел, чтобы сын не чувствовал себя ограниченным из-за инвалидности. В одном из интервью он даже упоминал, что ведет абсолютно нормальную жизнь, в которой есть все, и даже дети. В 1994 году президент Жак Ширак вручил Петруччиани орден Почетного легиона, признав его национальным достоянием Франции. Но к многочисленным призам и премиям он относился с долей цинизма, полагая, что их дают в таком количестве только потому, что люди боятся его скорой смерти. В конце 90-х годов социальная жизнь Мишеля становилась все более дорогостоящей и опасной. Он начал больше пить и экспериментировать с котиками. Еще во время своей первой поездки в Париж в возрасте 15 лет он столкнулся с миром, который, по его словам, состоял в основном из котиков и странных женщин. Хотя тогда ему удалось выбраться оттуда невредимым. А сейчас, к концу жизни, его организм был настолько истощен таким ритмом и вредными привычками, что он стал слишком слаб, чтобы просто пользоваться костылями, и пересел в инвалидную коляску. Тем не менее, Петруччиани работал до полного изнеможения, давая огромное количество концертов. Так, в 1998 году, за год до смерти, их число достигло 140, а в иные периоды превышало 200 выступлений в год. Помимо музыки, он тратил много энергии на бесконечных интервью, требуя от себя слишком многого. Его менеджеры отмечали, что он был явно перегружен. Мишель признавался, что боится смерти и неизвестности, которая ждет его после смерти. Он говорил, что хотя он верит в Бога, но все же по-своему. Он верит в некую силу, как в «Звездных войнах», потому что существует множество вещей, которые он не в состоянии объяснить рационально.
существует версия, что смертельная для него легочная инфекция была спровоцирована его походом за дурью в холодные январские дни в Нью-Йорке. Сам Мишель в одном из последних интервью подтверждал, что он уже, цитирую, «более чем неравнодушен к котикам». Франция проводила его как национального героя. Он был похоронен на кладбище Пэр-Лашез всего в нескольких метрах от могилы Фредерика Шопена. Это соседство кажется максимально логичным. Два гения, чьи тела были слишком хрупкими для их огромного духа. Петруччиани ненавидел, когда в его творчестве искали повод для жалости. Он требовал, чтобы его судили по гамбургскому счету, как музыканта, как импровизатора, как композитора. И судя по тому, что его влияние в современном джазе только растет, он добился своего. На сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Что вы думаете про Мишеля Петруччиани и его путь? Оставляйте, пожалуйста, свою реакцию, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!